Итак, я включаю демонстрацию экрана. У меня сегодня будет всего 3 слайда. И я хочу вам рассказать о тех тенденциях или трендах, которые выработали на Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, коротко ИФЛА, летом 2021 года. Хоть прошло уже 1,5 года, они определяют нашу жизнь на ближайшие лет 10, и я хочу их с вами обсудить сегодня и посмотреть, что будет актуально для нас. Мы попробуем даже в конце проголосовать. Выбрать 5 из 20 самых актуальных для нас. Так, я включаю демонстрацию всего экрана. И включаю свою презентацию. Она у меня небольшая. Вот так она у меня начинается. Итак, эти тенденции, да, были озвучены на президентской сессии Барбары Лизен в ходе Конгресса ИФЛА в 2021 году. А в конце 2021 года российские библиотечные специалисты также приняли участие в дискуссионной панели библиотеки «Глобальный контекст», которая была организована в ГБИЛ, библиотека иностранной литературы в Москве, и тоже проголосовали за свои самые актуальные 5 тенденций из 20. В конце я покажу вам результаты, и мы с вами попробуем еще и сами проголосовать. А пока я расскажу об этих 20 тенденциях, которые выбрали библиотекари всего мира. Итак, первая тенденция – впереди трудные времена. 21 год, вспоминаем, что это было. Говорили о том, что медленное восстановление после пандемии COVID-19 будет приводить к урезанию всех видов государственных расходов. Это потребует от библиотекарей активизации усилий по адвокации, то есть по защите своей деятельности. И необходимо понимать, что эти трудные времена уже начались 2 года назад. Что сказала Барбара Лизен, президент ИФЛА? Она директор Бременской публичной библиотеки, это выборная должность. Пандемия – самый существенный вызов для библиотек в настоящее время, и она, по всей вероятности, останется с нами надолго. Еще одним фактором является глобализация. В ходе конкуренции с другими провайдерами информации библиотеки должны искать пути возвращения себе статуса одного из основных ее поставщиков. Кстати, забыла сказать, что те, кто будут участвовать в очных курсах повышения квалификации в Печоре, в принципе, могут сегодня не тратить время, потому что это мы будем обсуждать тоже. Усинская Печора, я знаю, что там будут некоторые библиотекари. Итак, дальше. Понятно, что время немножко изменилось, вернее, многое изменилось за это время, за эти 1,5 года. Но, в принципе, если слово «пандемия» заменить другим словом, то суть от этого не поменяется. Вторая тенденция – виртуальный режим стал нормой. Я думаю, с этим спорить никто не будет. Сейчас пользователи предпочитают удаленный доступ к библиотечным услугам, что ставит под сомнение целесообразность физического пространства и ценность сервисов, предоставляемых в стенах библиотеки. Люди хотят получить все через интернет, хотят получить все, не выходя из дома, и гораздо быстрее, чем если им приходится идти ножками в библиотеку и просить там помощи у библиотекаря. Дальше. Тенденция третья. Возвращение физического пространства. После пандемии люди вновь стали открывать для себя ценность физической площадки, делающей возможными очное общение, содержательный обмен мнениями и дискуссию. Не знаю, как у вас, а у нас конец пандемии совпал еще и с окончанием ремонта. И вот за последний год, который мы находимся в своих стенах, еще и в обновленном здании, у нас огромное количество желающих прийти к нам, и пока оно не иссякает. Множество клубов работают, множество мероприятий проводятся. Дальше, четвертая тенденция. Развитие гибких навыков общения. У кого-то звук включен. Soft skills, так называемые. О них тоже мы уже много лет слышим, но, тем не менее, актуальности своей эти навыки не теряют. То есть сейчас, когда стремительно меняются технологии, библиотекарям все более важно уметь адаптироваться к переменам и внедрять новшества в непредсказуемых ситуациях.
В нашей повседневной работе, когда мы говорим о профессиональном развитии, мы, как правило, сосредотачиваемся на профессиональных и технических навыках, на стратегиях и тенденциях в нашей области. В этом суть нашей профессии. Но для того, чтобы овладеть ею, необходимы гибкие навыки. Что относится к гибким навыкам? Это личные и социальные качества, наше поведение, наши творческие и инновационные компетенции, а также способность сотрудничать и взаимодействовать с коллегами, властью и пользователями. Пандемия ясно показала, что нам нужна способность адаптироваться к непредсказуемым ситуациям. Нам необходимо формировать навыки жизнестойкости, способность справляться с вызовами и резкими переменами, мыслить нестандартно и быть в состоянии продолжать развиваться. Следует найти новые пути привлечения людей к участию в работе библиотеки. Это все гибкие навыки. То есть те навыки, которые необходимы человеку, несмотря на его профессиональные обязанности, несмотря на его функционал на конкретном рабочем месте. То есть любой библиотекарь должен ими владеть. Это одна из тенденций нашего времени. Дальше. 5-я тенденция. Проблема этнического и социокультурного многообразия воспринимается серьезно. Не знаю, как в нашей стране, но за рубежом действительно растет осознание того, что дискриминация все-таки до сих пор существует, мягко говоря. И ее последствия ведут к радикальной трансформации библиотечных коллекций, услуг и подходов. Библиотеки играют решающую роль в расширении прав и возможностей различных групп населения в целях обеспечения их всестороннего участия в жизни демократического общества. Необходимо разрабатывать и реализовывать соответствующие программы набора, обучения, развития и продвижения по службе, направленные на поддержание и увеличение разнообразия библиотечного персонала, отражающего общество, которому мы служим. Надо помнить, что это не только российские библиотекари голосовали за тенденции, но и во всем мире. Не знаю, мне кажется, у нас это еще не настолько все актуально и серьезно, но тем не менее. Надо учитывать то, что за границей сейчас все меньшинства имеют огромные права. И это все подчеркивается. 6-я тенденция – реакция окружающей среды. Изменение климата несет новые угрозы, в том числе и для библиотек, не только для населения. И вынуждают нас, эти угрозы, принимать радикальные меры во избежание крупных катастроф в будущем. Можем ли мы предположить, что эти проблемы не касаются нас, поскольку мы работаем в библиотеке, а не на фабрике или в министерстве? Библиотекари утверждают, что нет. Наша обязанность работать над этими вопросами в наших сообществах. И лучше всего работают персональный пример и личные действия. Библиотекарь Барбара Лизун призывает сортировать отходы, организовать их сортировку, проводить тематические кампании, порицать тех, кто действует безответственно, вовлекать сообщество. Это не только несет вклад в борьбу с изменением климата, но и обеспечивает нам признание, нам и нашей библиотеке. Хочу добавить, что, например, что наша библиотека взяла курс на то, чтобы стать зеленой библиотекой и своим примером показывать, что мы можем сделать. У нас ставятся ящички для сортировки мусора. Мы бумагу складываем, все сотрудники, я надеюсь, у нас складывают бумагу отдельно. У нас стоит ящик для пластика, у нас стоит ящик для использованных батареек. Начали с этого. Дальше будет еще больше, и я думаю, что через год сотрудник, который отвечает за зеленую библиотеку, она поделится с вами своим опытом. Дальше, 7-я тенденция. Мобильное население. Что имеется в виду? В условиях постоянно растущей мобильности населения концепция местной библиотеки становится менее актуальной. За рубежом уже давно принято переезжать туда, где есть работа. У нас сейчас тоже многие люди не сидят на месте, да?
меняют работу, меняют свою профессию и переезжают туда, где они более востребованы. Поэтому сейчас важно трансграничное сотрудничество библиотек. То есть если кто-то уехал в другой город, но ему нужна информация о своем родном городе, он имеет право получить эту информацию в любой библиотеке России. По сути, мобильность становится образом жизни, как для экономически активного населения, так и для детей, молодежи и пожилых людей. Мы с вами это все наблюдаем. Конечно, как библиотекарь, цитирую опять же Барбару Лизен, я ценю печатную книгу и полагаю, что ничто не может ее заменить. Однако без цифровых трансграничных решений у нас не будет возможности двигаться в будущее, если мы действительно хотим быть нужными людям, а не оставаться спящими красавицами в своих библиотеках. Цифровые трансграничные решения особенно необходимы в библиотечных службах краеведения. Редко кто в наши дни живет в одном месте всю жизнь, но все интересуются своими корнями. Цифровое краеведение обладает большим потенциалом для того, чтобы стать в будущем одним из направлений библиотечного обслуживания наравне с открытым доступом и открытой наукой. Кто знает, может быть, мечта о библиотеке в кармане не просто мечта. Тенденция номер 8. Нетерпеливый пользователь. Я об этом немного уже сказала, когда говорила про виртуальный режим. Но еще раз хочется подчеркнуть, что сейчас читатели, особенно подрастающее поколение, особенно молодежь, ожидают увидеть в библиотеке самые современные технологии и услуги. Они могут отказаться от пользования библиотекой в том случае, если не найдут их там. Им всем надо получить информацию быстро. Сейчас не срабатывает, как раньше, да, мы брали заявку и 40 минут искали книгу в книгохранении на своих 7 этажах. Не будет ждать человек, он быстрее найдет в интернете. Может быть, даже это будет не точная информация, но он удовлетворится этим. Дальше. 9-я тенденция – возвращение к аналогам. Казалось бы, противоположное, но нет, они дополняют друг друга. Новое поколение, травмированное стрессом от постоянного присутствия в социальных сетях, вновь открывает для себя преимущество физических ресурсов, в том числе книг, которые становятся своего рода убежищем от агрессивной среды электронных информационных технологий. Не знаю, замечали ли вы, но я вижу, что моя 20-летняя дочь покупает очень много бумажных книг. У нас приходит очень много в библиотеку молодежи, которые говорят: нет, я не хочу Литрес, я хочу читать бумажную книгу. А большинство еще и говорят, что нет, я хочу иметь свою книгу, чтобы никто больше к ней не прикасался. Дальше. Тенденция номер 10. Масштаб важен. Сейчас вот эти все современные технологии, современные оборудования требуют огромных затрат. Согласитесь, да, чтобы купить крутой компьютер, сейчас надо еще очень много денег. И эти затраты настолько высоки, а чтобы купить АПАК, да, нужно еще больше, ИРФИД метки. Так вот, эти затраты сейчас настолько высоки, что только крупные учреждения могут себе позволить развивать их, тогда как небольшим это, как правило, не по карману. Современные библиотечные услуги связаны с использованием облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта, мобильных приложений, которые позволяют создать технологическую основу для интеграции библиотечных, архивных и музейных ресурсов, информационных сервисов в режиме онлайн с решением вопросов авторского права. Специалисты библиотек при этом нуждаются в постоянном повышении своих профессиональных знаний. Затраты на исследование, разработку технологических решений и внедрение настолько велики, что единственно правильным решением будет корпоративная консолидация и сетевое применение. Что мы сейчас и делаем с вами в Чукаре, да? Создавая вместе Национальную электронную библиотеку Республики Коми. Это будет только расти, мне кажется, эта тенденция. Дальше. 10 тенденций мы с вами рассмотрели. Отмечайте, пожалуйста, для себя те, которые вы считаете наиболее актуальными, потому что, напоминаю, в конце мы с вами попробуем проголосовать и посмотреть, какая картина складывается в нашей республике. Тенденция 11. Господство данных.
Новые виды использования данных кардинально меняют нашу экономическую и социальную жизнь, делая все более актуальным и насущным приобретение навыков информационной грамотности. Перед библиотеками в данном случае будут стоять две стратегические задачи. Первая. Основной актив библиотек – фонды должны быть встроены в цифровую экосистему знаний и стать частью цифровой экономики. А вторая, на протяжении всей жизни людям необходим доступ к новостям, к информации, к услугам, связанным с цифровым обучением, здравоохранением, электронным правительством, цифровыми финансами, умным транспортом и со многими другими возможностями общества, основанного на знаниях. Этот доступ могут давать как раз библиотеки, если библиотекари сами будут в теме. Дальше, 12-я тенденция – трансформация поиска. Искусственный интеллект сейчас все более революционизирует, и процессы поиска информации становятся от нас, казалось бы, независимыми. Их выполняет как раз искусственный интеллект. Но и результаты становятся все более точными. То есть он реально эволюционизирует, этот искусственный интеллект. И в качестве примера еще пару лет назад я приводила библиотеку Конгресса, в которой искусственный интеллект занимается аналитической росписью статей в периодике. Могу сказать, что сейчас, недавно к нам приезжали представители ГПНТБ, и они сказали, что у них делается то же самое. Дальше. 13-я тенденция – поляризация позиций и мнений. 1,5 года назад уже библиотекари были озабочены тем, что политическое противостояние становится все более поляризованным. Это усложняет поиск консенсуса во власти и в обществе, сужает поле деятельности общественных учреждений. Мы сейчас с вами, я думаю, почувствовали это на себе в полной мере. Обязанность библиотек – изучать информацию и предоставлять ее пользователям, научить их аргументировать свою позицию и принимать взвешенные решения. И библиотекари считают, что роль библиотек в данном случае неоценима. Не буду комментировать. 14-я тенденция – непрерывное образование на протяжении всей жизни. Эти слова уже тоже, я думаю, набили нам оскомину. Но, тем не менее, сейчас не существует такого понятия, как профессия на всю жизнь. Все большему количеству людей требуется проходить переобучение на другую специальность в течение трудовой карьеры. И в связи с этим библиотеки, конечно, должны активизировать свою образовательную деятельность. В качестве независимых структур библиотеки могут давать весь массив знаний. Дальше. 15-я тенденция – единое, глобальное библиотечное собрание. Сейчас, когда мы все свои ресурсы стараемся перевести в цифровой формат, расширяем доступ к нашей информации через различные учреждения, через интернет, говорить о локальных коллекциях неуместно. Речь должна идти именно о доступе к глобальным ресурсам. 16-я тенденция – приватизация знаний. Немножко, да, вот есть глобальные ресурсы, к которым должен быть доступ с любой точки мира любого человека. Но при этом сейчас авторское право регулирует знания, регулирует права тех, кто что-то придумал. И получается так, что информация, самая передовая, кстати, информация, да, остается под контролем частных лиц. И это влечет за собой получение дополнительных разрешений и оплату доступа. В данном случае библиотеки должны стать институтом, поддерживающим доступное прогрессивное развитие человечества. Мы должны противостоять приватизации знаний через библиотечный механизм. Сложная, но очень важная информация. Функция, простите.
кого-то, наверное, опять звук включен. Посмотрите, пожалуйста, я не буду выходить из презентации. Дальше у нас тенденция 17. Квалификация имеет значение. Если в тенденции 14 мы говорим о том, что непрерывное образование на протяжении всей жизни касается всех граждан планеты, то в этой тенденции библиотекари как раз отметили то, что именно библиотекари должны тоже постоянно повышать свою квалификацию. То есть и когда будете голосовать, да, имейте в виду разницу в том, что 14 касается наших пользователей, а 17 касается нас. Дальше. Тенденция 18. Важность информационной грамотности признана. Тоже немножко пересекается с 11. Да. Правительство и другие институты сейчас признают важность обеспечения информационной грамотности. Это долгосрочная мера реагирования на рост дезинформации. Давайте для начала уточним. Информационная грамотность – это способность к поиску, сбору, анализу, обобщению информации, получаемой из внешних источников, и к проверке ее на достоверность и ангажированность, то есть в чьих целях она создается, кто получает выгоду от ее распространения, чье положение на рынке она улучшает или ухудшает. Я думаю, что вот новое поколение, оно, конечно, гораздо больше готово к фейкам в интернете, а вот наше более старшее поколение, которое жило с верой в печатное слово, они гораздо чаще сталкиваются вот с этой проблемой. И важность информационной грамотности подтверждается необходимостью борьбы с фейками, но не ограничивается ею. Акцент на проверку информации на достоверность составил третий компонент цифровой грамотности. А первые два – это цифровая компетентность, способность решать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных технологий, и цифровое потребление, использование интернет-услуг для работы и жизни. Да? Мы, например, у себя в библиотеке реализуем такие проекты, как, например, учим третье поколение пользоваться госуслугами, пользоваться онлайн-банком и так далее. Ну и цифровую безопасность. Знание, как защитить конфиденциальность и целостность своей информации от вирусных атак и несанкционированного вмешательства. Одним словом, библиотеки должны активно включаться в новый поворот сюжета, связанного с информационной и цифровой грамотностью. 19-я тенденция. Открытый доступ к информации ставит под вопрос востребованность библиотечных услуг. Это тоже у нас уже не первый год обсуждается, да, зачем нужны библиотеки, если все можно найти в интернете теперь. В условиях, когда все более значительный объем научной информации предоставляется бесплатно, библиотеки вынуждены сообразовывать свою роль с этим фактом. В противном случае их услуги утратят актуальность. При этом, конечно, мы против ограничений. Библиотека может и удобнее, если бы была информация ограничена, тогда мы бы почувствовали свою значимость. Какое же место мы можем найти в этом свободном информационном пространстве и быть полезными сегодня обществу? На мой взгляд, но это лично мое мнение, мы должны быть проводниками. Мы должны учить, как быстро найти эту информацию, мы должны находить по заявкам, да, выполнять справки библиографические. И в таком случае мы будем востребованы всегда, потому что информации сейчас вал. Ну и плюс, конечно, сейчас очень много закрытых платных источников, которые библиотеки могли бы покупать и предоставлять бесплатный доступ пользователям. Вот, мы дошли до последней тенденции, 20-й. Неравенство усугубляется. Современные технологии создают новые возможности для тех, у кого есть к ним доступ. При этом социальный разрыв между имеющими доступ и теми, у кого его нет, увеличивается. Это может привести к тому, что значительная часть населения окажется за чертой бедности, если не будут приняты меры. Хочу напомнить, что у нас в России еще относительно дешевый интернет, и поэтому доступ имеют к нему практически все. Да? Ну, хотя есть еще места, в которых интернета нет.
А вот за границей интернет очень дорогой, и там библиотеки пользуются спросом именно потому, что они дают бесплатный Wi-Fi. И тоже ограничивают, кстати, по времени людей обычно. Библиотеки могут содействовать распространению цифровой связи, тем самым способствуя сокращению информационного неравенства и поддерживая малообеспеченное и социально незащищенное население. Ну вот, мы посмотрели с вами 20 тенденций. Сейчас я хочу предложить вам проголосовать сначала, а потом посмотреть, какие 5 самых важных тенденций выбрали российские библиотеки и какие 5 выбрали молодые библиотекари мира на конгрессе ИФА. Для этого я сейчас вам пришлю ссылку. Так. Я остановила демонстрацию экрана. В чат. Я надеюсь, чат все видят, все авторизованы? Не все. Угу. Так, тогда, может быть, мы попросим Марину выслать эту ссылку по почте быстренько. Есть у вас возможность сейчас зайти через почту? 2 ссылки будет. Поскольку наш любимый Mentimeter больше с нами не хочет работать, я нашла ему замену и создала в программе АХА, по-моему, она называется, вот такую голосовалку. Сейчас покажу, как она выглядит. Вы должны по ссылке ее открыть. Можно в телефоне открыть. И выбрать 5 из тех тенденций, что я перечислила, на ваш взгляд, самых актуальных именно для вас, для вашей библиотеки, для ваших пользователей. Вот показываю. Вот так она должна у вас открыться в таком виде. Вот они, 20 тенденций, и вы должны выбрать те, за которые голосуете вы. Я тоже проголосую. Хотя нет, я вам не буду показывать, как я голосую. Закрою доступ пока что. И вторую ссылку я создала в Яндекс.Формах. Там, конечно, все гораздо сложнее. Там голосовать нельзя. Но я сделала все 20 тенденций, завела. Ладно, сейчас открою доступ, чтобы вы видели, те, кто не могут перейти по ссылке еще пока, чтобы вы видели, как это выглядит. В Яндекс.Формах я сделала вот так. Тенденция. И каждую тенденцию я предлагаю вам оценить по 5-бальной системе. Да, вот так вот. И потом отправить свои ответы. А я посмотрю, что у нас получится. Посчитаю, какая из тенденций набрала наибольшее количество баллов. Вот, кстати, вы можете использовать вот такие варианты и на своих презентациях. Яндекс.Формы, они, в принципе, очень даже понятны. Интуитивный, понятный интерфейс. Конечно, с Google формами их не сравнить. Google формы гораздо лучше пока что. Но я тоже проголосую. Пока жду ваши ответы. И сейчас посмотрю, сколько человек уже проголосовало. Угу. У нас проголосовало 5 человек. Еще 2 выбирают пока. Угу. Интересная картина получается. Так.
нас время еще есть, я подожду. Если вы сейчас не можете это сделать, проголосуйте после того, как закончится наша встреча. Мне все Да, равно. а ссылку на детскую библиотеку вы можете отправить, Вингард? Ссылку на библиотеку. Сейчас давайте я Марине позвоню. Марин, ты нас слышишь? Потому что наши что-то нам никак не переправят. Угу. Да-да-да, я слышу, ссылочки я скинула по электронке. Детскую, Марина, пожалуйста, ЦДБ. Это какой район? Так, что это говорит? Сыктывдин, ЦДБ. Есть у вас? Сыктывдин, все, слушай. Именно Елена. ЦДБ, Марина. Да, Елена Павловна, слышу. Да, спасибо. Угу. Я пока тоже сама проголосую в Яндексе. Буду это подольше делать по пятибалльной системе. Так. Трансформация поиска. Угу. Это искусственный интеллект теперь все делает за нас, если мы ему правильно дадим задание. Поляризация позиций и мнений. Но вообще я голосовала же больше года назад и голосую сейчас немножко уже по-другому. Я прям помню, что я выбирала не те пункты, что выбираю сейчас. Жизнь меняется, конечно, очень быстро. Но согласитесь, все эти тенденции до сих пор актуальны и еще будут актуальны. Для нас, тем более, некоторые технологичные вещи еще долго будут в топе. Угу. Так, уже у нас 12 человек проголосовало. Давайте подождем еще 7 минут. И потом уже посмотрим результаты голосования. Если хотите, я потом с помощью Марины перешлю вам окончательные итоги. Ну, чтобы сейчас не ждать уже всех-всех-всех. А потом вы увидите окончательные итоги тоже. Так, а в Яндексе у нас проголосовало 8 человек. Ну, там дольше, конечно. Ой, мне даже не надо подсчитывать, кстати. А нет, надо будет. Баллы-то надо будет подсчитывать. Угу. Первая ссылка пишет, превышен лимит участников. Ну вот. Вот они, подводные камни этой программы выявились. Я ее в первый раз попробовала, потому что Mentimeter меня вполне устраивал, пока он от нас не ушел.
связи с последними событиями. Угу. Значит, мы больше не ждем в Ментиметре, ой, в этой АХА никого, раз не получается больше. У нас получилось 14 голосов. Ну что, давайте я подключу тогда демонстрацию экрана. Посмотрим с вами, как вы проголосовали. Перехожу вот в эту АХА. Вот так выглядит, вот так я вижу ваше голосование. Итак, у нас первое место заняли две позиции. Одна из них – господство данных, да, тенденция господства данных. Угу. Про информационную грамотность. И вторая – поляризация позиций и мнений. Это, наверное, в свете последних событий мы наконец-то почувствовали на себе, да. Мне кажется, так мы не голосовали еще год назад. Для нас эта тема не была актуальной. И это по 9 голосов набрала. По 7 голосов набрали возвращение физического пространства и разбитие гибких навыков. То есть вы тоже чувствуете, да, что к вам, ну, я думаю, что модельные библиотеки должны, конечно, почувствовать, что к ним приходит намного больше читателей, чем было. Но, может быть, и не модельные тоже это чувствуют. Ну, развитие гибких навыков тоже важная вещь. Хотя, вот мне кажется, сейчас у нас с гибкими навыками, может быть, и приходит много людей в библиотеку с хорошими, а вот с профессиональными знаниями найти профессионального библиотекаря, который мог бы и аналитическую роспись делать, и библиографировать, и обработку книг делать, с этим проблема. Но вы проголосовали так. Про виртуальный режим еще 5, да, видите, и единое глобальное библиотечное пространство. Это тенденция о том, что сейчас все переходит в цифровой формат, и локальные коллекции в бумажном виде никому не интересны. Ну, интересно. Интересная картина получилась. Сейчас я вам покажу, как в Яндексе. Ой, в Яндексе. В Яндекс.Формах. Вот так выглядит мой конструктор. Вот так вы видите все тенденции. А здесь у меня еще есть вкладка «Ответы». Вот. Уже 25 ответов, было только что 8. И я могу эту форму скачать и посмотреть в Excel. Угу. Но если я вот так открою, конечно, мне неудобно будет считать. А вот если я скачаю и открою прямо в Excel, то я еще и могу сразу формулу забить и посчитать. Вот у меня скачалось в Excel. Вот все ваши ответы. Вот сверху видны тенденции. Сейчас я их немножко расширю, чтобы... Нет, все равно не видно. Вот так же я могу сделать. Так. Вы ведь видите, да, что я делаю? Перенести текст. Вот так будут видны тенденции. Гораздо лучше. Сейчас я забью формулу. Не дает, потому что он ее читает как текст, а не как цифру. Так, ладно, сейчас мы попробуем это исправить. Нет, все равно не дает, это ручками придется делать. А всем можно сразу так сделать? Можно. Так, хорошо. Сейчас мы сделаем так.
Все, вот, 74 набрала первая тенденция. Сейчас посмотрим, что больше. Сейчас мы это жирненьким выделим. Побольше сделаем, чтобы виднее было. Итак, 102, 102. Квалификация имеет значение и важность информационной грамотности. Виртуальный режим. Смотрите, тут картина совсем другая уже почему-то. Так, можно перенести это, сделать в вертикальную часть. Еще бы вспомнить сейчас быстро как. Вертикальную копировать. Ставка. Вот. Сейчас мы с вами вот так это сделаем и построим. Ой. И построим по убыванию. Вот. А теперь мы увидим. Итак, на первом месте у нас тенденция квалификация имеет значение. 102 балла набрала. И тенденция о том, что важность информационной грамотности признана. Видимо, все тоже сталкиваются с тем, что сейчас обязательно надо уметь работать с теми же госуслугами. Это очень упрощает жизнь, да? Виртуальный режим стал нормой, про который вы не проголосовали здесь. Ну, проголосовали, но не так много, да. Здесь набрал 99 баллов и на третьем месте. Гибкие навыки тоже в числе лидеров остались. И возвращение физического пространства тоже. Непрерывное образование на протяжении всей жизни. Возвращение к аналогам. Нетерпеливый пользователь. Окружающая среда. Где-то в серединке. Вас волнует меньше. И смотрите, этническое многообразие сейчас нас не очень волнует. У нас нет проблем, да, с конфликтами между разными национальностями и разными, не буду говорить кем, так, не помню, как это красиво сказать, разными разноориентированными людьми, да. Что еще? Нас не волнует, что впереди трудные времена, да? Меньше волнует. Вас меньше волнует то, что сейчас существует открытый доступ к информации, и библиотеки могут быть невостребованными. О том, что неравенство между людьми усугубляется, что разрыв между бедными и богатыми растет, вас тоже пока меньше волнует. Приватизация знаний, господство авторского права тоже не сильно пока, да. И единое библиотечное собрание. Мобильное население, то, что люди переезжают, и им нужен доступ к услугам, к привычным в любом другом месте, тоже нас пока не волнует. Ну вот такая картина. Если хотите, я вам эти файлы с помощью Марины вышлю, обсудите потом с коллегами. И давайте напоследок я вам покажу, как проголосовали российские и зарубежные библиотеки. Итак, российские – это были директора крупных библиотек, таких как Новосибирская, Белгородская, либо замдиректора. Таких, как я, зав. Отделом было немного участников вот в этой вот онлайн-конференции. Первое, что волновало год назад наших российских библиотекарей, то, что виртуальный режим становится нормой. Ну, тогда это была пандемия, и там всем приходилось нам извращаться онлайн. И это совпало с мнением зарубежных библиотекарей. Они тоже посчитали это самой важной тенденцией на тот момент. Дальше. Наши директора были озабочены непрерывным образованием на протяжении всей жизни. Причем у меня такое чувство, что они имели в виду именно сотрудников библиотек. А вот зарубежные библиотекари ставят на второе место именно проблему этнического и социокультурного многообразия.
Дальше. Набрали одинаковое количество голосов, и на 3-м месте у российских библиотек гибкие навыки и нетерпеливый пользователь. Удивительно, что вы никто не проголосовали про нетерпеливого пользователя. Я, например, тоже за него голосовала. Мне кажется, это сейчас очень важно. То есть к нам не приходят, потому что мы не можем быстро отреагировать. За информацией к нам люди ведь не идут. Идут на мероприятия, да посидеть тут, позаниматься в тишине, в уюте, в комфорте. А вот именно наши профессиональные навыки, нашу способность библиографов, суперспособность, пока не ценят по достоинству, потому что, мне кажется, мы не умеем быстро реагировать. А вот у зарубежных библиотекарей очень важно, очень большая проблема – это окружающая среда. И, кстати, я тоже голосовала за окружающую среду, и тогда, и сейчас. Дальше. Опять же, наши российские библиотекари снова проголосовали за квалификацию. Да, ну, я думаю, что эта картина так сложилась так, потому что именно были директора, были руководители, которые озабочены квалификацией своих сотрудников. А зарубежные библиотекари отметили непрерывное образование на протяжении всей жизни, имея в виду именно то, что все сейчас не могут один раз получить диплом в вузе и работать всю жизнь. Им постоянно приходится повышать квалификацию, и для этого они идут в библиотеки. Ну и последняя тенденция. Важность информационной грамотности признана. Вы тоже за нее проголосовали. А вот у зарубежных библиотекарей все-таки проблема неравенства, проблема разрыва между бедными и богатыми, проблема того, что бедные не имеют доступа к тому качественному образованию, к тому объему информации, к которому имеют богатые. Это волнует библиотекарей за рубежом. Вот. Это все, что я сегодня хотела с вами обсудить. Надеюсь, это было полезно, потому что, мне кажется, все-таки надо иметь перед глазами какую-то стратегию своего развития не только на ближайшую неделю, да, но и на ближайшие 10 лет. Понимать, для чего мы существуем. Сейчас я уберу демонстрацию экрана. Вот. И куда мы двигаемся. Все расплывчато. Мне кажется, это не у нас проблема, это проблема, наверное, у вас со скоростью интернета. Не могу точно сказать. Результаты я вам вышлю чуть попозже. Подождем еще, вдруг еще кто-то проголосует за это время. Я также посчитаю в Excel ваши ответы. Спасибо за внимание. Надеюсь, это был полезный час. Пишите, пожалуйста, обратную связь. Делитесь своими впечатлениями о том, что вас сейчас волнует. Ну, хотя, конечно, мы уже увидели, что вас волнует. И если вам интересно именно с какими техническими программами, с какими приложениями мы работаем, приходится сейчас работать, тоже можете заказывать эту лекцию. У нас она есть, да, Марина? Все очень сильно меняется, но тем не менее что-то еще есть. Какие-то программы нам еще доступны. Все, спасибо. Я отключаюсь. Больше нет никаких у вас вопросов? Вот карта обратной связи. Марина вам тоже Николаевна рассылает. А я чуть попозже разошлю результаты вашего голосования. Все, спасибо большое. До свидания. Нет, все, хорошо, Галка, молодец. Ой.